Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Первая ласточка и пример для многих регионов. Так кинокритики называют фильм «Алдан» – совместный проект Якутии и Запорожской области о героях специальной военной операции, который с 1 мая вышел в широкий прокат. В основу сценария легла реальная история якутского айтишника, а среди исполнителей главных ролей известные российские актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Дюжев. Именно с ним сегодня в деталях обсудим важность и своевременность ленты. Добро пожаловать к нам в республику. На самом деле я в шоке, потому что раньше я смотрела на вас только в кино, получается, а сегодня мы сидим с вами вот так вот друг напротив друга. Действительно большое счастье. Расскажите, пожалуйста, что же вас привлекло в работе над фильмом «Алдан»? Возможно, вас зацепила какая-то необычность этой истории? Да, действительно, мы, мальчишки, с детства любили играть в войнушку. И я помню детство, начало 80-х, когда мы делились на наших и фашистов, на два, так сказать, лагеря враждующих. И никто никогда не хотел быть на стороне фашистов. Эти игры, они приводили к тому, что мы мечтали стать командирами. И так случилось, что в современной истории я мечтал сыграть командира, человека, обладающего каким-то умением вдохновлять своих боевых братьев, действовать плечом к плечу. Действительно, рассказывают наши святые бойцы на сегодняшний день, я их считаю святыми, каждого, кто принял решение добровольно пойти защищать нашу Родину, да, вне зависимости от профессии, вне зависимости от других обязанностей в жизни. Это уникальные люди, которые принимают такое решение идти защищать интересы своей любимой Родины. И здесь нужно сказать, они особенные, потому что в сегодняшнее сытое время, комфортное время, очень сложно поменять свою жизнь на фронтовые условия. Да? Очень сложно представить себя вообще в поединке. И меня очень вдохновляло мужество, героизм моих современников, моих соотечественников. И мы узнали историю Потапова, который по зову сердца откликнулся на зов Родины, прошел свой боевой путь, спасая жизни своих однополчан, вернулся с почетом в мирную жизнь, несет пример всем остальным своего жизненного пути. Ну, до такой степени, что наши продюсеры и сценарист Роман Владыкин вдохновились этой историей и захотели ее экранизировать. История простого человека, который оказался совсем непростым, который оказался намного лучше нас всех, оставшихся в тылу. Это особенные люди, и имена их должны помнить многие поколения. Имена тех, кто решился совершить подвиг ради своей страны, кто свою жизнь положил во славу Родины, эти имена сейчас выбиваются на гранитных плитах и красятся золотыми буквами. Наверное, один из смыслов жизни – не уподобиться греху, не спиться, не снаркоманиться, не провести жизнь впустую. Мы иногда видим могилки заброшенные, никому не нужные. Мы иногда стариков видим никому не нужные. То есть родственники не оказывают никакой заботы, никакого влияния. И такой человек уходит из жизни. Даже и похоронить толком некому, не на что. Да и никому он не был нужен при жизни. Никому большой любви, больших добрых дел не сделал. И поэтому и не следуют за ним люди, чтобы его поддерживать, чтобы его любить, чтобы оказывать ему помощь. Бывает такая жизнь.
эти могилы, что называется, покрываются временем и исчезают с лица земли. И неизвестно, жил такой человек вообще в жизни, был ли он такой или нет. Разве для этого жизнь? А когда твоя жизнь была посвящена защите Родины, когда ты знаешь, что в случае моей гибели моя фамилия золотыми буквами будет высечена, и каждый год будут приходить люди, класть цветы, говорить слова благодарности и продолжать твою память еще не один десяток, а может быть сотни лет, наверное, это жизнь, наполненная смыслом. Наверное, это твое участие в истории твоей страны. Ну, что может еще быть вдохновение? Я думаю, что да, здесь, как у Роберта Рождественского, это нужно не мертвым, это нужно живым. Да, да, действительно, и мы оказываем невероятную поддержку нашим воинам до слез. Буквально совсем недавно в аэропорту я поблагодарил военного, просто увидел человека в форме. Я спросил: вы на защите Родины? Он сказал: да, и он меня узнал. Он бросился на меня с ногами, полностью обхватив меня, и вот так стал кричать, бить себя по груди, что он сначала не узнал меня, а потом узнал и понял, что такой человек для него дорогой и любимый, возможно, актер, его поблагодарил за его мужество, за его смелость. Ну и много других случаев, когда мы просто вместе можем иногда всплакнуть. Не все просто, да, не все легко, справедливости нет. И нет ее и выше, говорил Уильям Шекспир. Поэтому за справедливостью, так сказать, гоняться не нужно, а свою правду знать нужно. Когда знаешь свою правду, то и, собственно, вся жизнь идет тебе навстречу. Как и эта картина, продюсеры, которые запустили эту картину, они нашли поддержку у губернаторов и Якутии Александра Сергеевича и губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Это люди-вдохновители. В чем особенность этого проекта «Алдан»? Это якутская история, это якутские актеры, это якутский режиссер Дмитрий Кольцов, это якутские члены группы съемочной, CG отдела компьютерной графики. То есть это современники Якутска, которые в нынешнее время работают над якутским кино. И наши продюсеры обратились к профессионалам-кинематографистам Якутии, и мы познакомились с совершенно замечательными актерами. Яковлев Илья, актер театра юного зрителя. Я тоже работал в театре юного зрителя и подчеркнул там много для своего именно актерского мастерства. Играя в ТЮЗе, я читал интервью Ролана Быкова, который работал там в московском ТЮЗе, там же работала Илья Хиджакова, Инна Чурикова. И вот Ролан Быков делился своим профессионализмом, говоря о том, что когда мы играем животных в сказке, мы все равно подкладываем человеческий характер. И нужно очень понять, это животное из какой категории характера, из людей, и тогда ты определишь своего персонажа. Прочитав тогда это интервью, я понял, что, играя людей, ты должен очень точно определить, а кто его характер, его проявление из животного мира, определить его, так сказать, похожий повадки, характер. И тогда, играя человека, ты пользуешься еще и животными подробностями, деталями,
которые насыщают моих персонажей, ну, что называется, еще более интересными для изучения, для внимания зрительского. Да, мы получили огромное удовольствие, работая с якутами. Ребята говорили сегодня на пресс-конференции о том, что они, оказывается, очень волновались, когда приехали в Москву на съемки и ждали встречи со мной. Вот. Ну, какие-то дни были без меня, и в какой-то день я появился. Роль моя, так сказать, не главная, но одна из главных. И я им признался, что я тоже волновался. Вы тоже волновались? Конечно, я волновался. Потому что для меня якуты вообще... мы очень мало знаем о якутских традициях, о якутских героях, о якутской любви, проявлении любви. И всегда для меня в якутах была загадка. Это такая малоэмоциональность, а там в глазах целый океан, мир целый там внутри. И что же там, ты не узнаешь, не поймешь, потому что внешне все вроде спокойно. И вот я, когда пришел на съемочную площадку, я увидел Илюшу Яковлева и впечатлился, потому что он был вот с этим океаном в глазах, этой загадкой, и он играл малоэмоционально, он даже рассказывал в интервью, что он играл прообраз Потапова, и с ним подружился, с ним пообщался, и снимал его как прообраз для того, чтобы самому сыграть. И говорил о том, что мой герой малоэмоциональный, очень сдержанный, но очень позитивный, и поэтому ему нужно было освоить его характеристики. Но при этом вот эта загадка удивительная, она остается. Замечательно, что она не разгадана, и это прекрасно держит тему загадки. Это, конечно, наверное, сначала это была какая-то закрытая такая приветственная история от якутов, наверное, не ожидая, какой ты человек и как ты к ним относишься. Я не знаю, чего они боялись. Но после первых минут моего естественного обожания моих коллег, кинематографистов, самого съемочного процесса, это для меня лучшее время жизни, когда я нахожусь на своей работе, вот, то они очень оттаяли, улыбнулись, раскрылись. Ну и, в общем, мы получили огромное удовольствие от совместной работы. Спасибо большое якутским профессионалам. Спасибо большое современникам, кто ныне в своем сердце имеет такую любовь, которая все понимает, которая все прощает. Любовь, которая очень надеется и очень верит. И такие люди есть в Якутии. Они отзываются на любовь, на добро. Я это ощутил. Я получил невероятный прием от зрителя в Якутске. И вчера на премьере, и сегодня мы были еще на 2 премьерах в ближайших районах. Я получил огромную любовь, огромный заряд. И, наверное, это аванс. То есть, посмотрев картину, ты сформулируешь свое отношение к профессиональной работе этого актера, ну и, так сказать, сможешь поделиться, наверное. Но первое впечатление, оно вот было авансное, с полным уважением, любовью и обожанием. Это было прекрасно. Спасибо Якутии. Пусть Якутия процветает, расцветает. Пусть находятся образованные люди с высшим образованием. Чтобы у всех было такое желание получить высшее образование. Чтобы каждый в своем дворе мог наладить других своих соседей. А давайте сегодня подметем у двери. А через недельку давайте у лавочки еще подметем и оставим.
А давайте еще через какое-то время другую лавочку подметем. Вот такие люди, чтобы они проявлялись, чтобы они были активными гражданами, чтобы они налаживали чистоту вокруг тех мест, где они живут. Это будет это дело каждого. Да, в первую очередь надо начинать с себя. Да. Дмитрий, фильм «Алдан» — это военная драма. Сразу у меня возникают ассоциации с советскими фильмами, тоже, которые о войне были, там, скажем, «Картина офицера» или «В бой идут одни старики». Из таких картин мы можем что-то для себя почерпнуть и, наверное, вынести какой-то урок. Я фильм «Алдан» еще просто не смотрела, обязательно схожу. Но какой из «Алдана» можно вынести урок? Действительно, мы отсматривали картины военные нашего советского периода. Вы знаете, есть отличия. То есть руководствоваться такой консультацией насмотренности советских фильмов военной тематики не совсем на 100% полезный коэффициент. Безусловно, полезный коэффициент – это мужество, это самоотдача, это фанатизм, с которым работали наши кинематографисты. Они же работали и на фронтовой линии, и также снимали кино. Они работали где-то в тылу, в голоде, в холоде, без света, отопления, я не знаю чего еще, с очень тяжелейшими условиями, но они работали для фронта, для победы. На сегодняшний день нет тех уставных отношений. В советском кино, вы помните, командир сказал, разрешите все обратиться, разрешите обратиться, все выпрямились, отдали честь, разрешаю. После этого он начинает давать свой вопрос или, значит, свой доклад и так далее. Сегодня упразднены эти отношения. Сегодня командир со своим отрядом более, так сказать, близких отношениях, доверительных отношениях. И такого уставного уже никто не требует, и все на доверии. Поэтому эти все, так сказать, детали упраздняются. Нет того энергетического посыла, нет того времени 1941 года. Вы должны понимать, в 1941 году, когда пошли первые самолеты с первыми бомбежками, здесь уже у советского человека, где бы он ни жил от той пограничной линии, где начались первые бомбежки, равнодушным сердце никак не может оставаться. Во-первых, это общее настроение Советского Союза, которое объединяло все национальности, и люди, мы действительно ощущали, я до сих пор ощущаю, братство. И в 1941 году это была одна ситуация, при которой люди откликнулись самопожертвованием, с участием в этой войне, остановке этого фашизма. На сегодняшний день это произошло в информационном виде нападения на нашу страну. Только для тех людей, которые смотрят каждый день новости, проверенные новости, государственные новости, а не альтернативные и оппозиционные, только эти люди были готовы к началу специальной военной операции. Те, кто не смотрит телевизор, те, кто не слушают новости, до сих пор для некоторых неожиданность, что где-то идет специальная военная операция, и тысячи тысяч уже погибших защитников золотыми буквами навечно запомним эти имена и будем помогать, и будем поддерживать таких, как Потапов, таких образов, таких героев. На сегодняшний день человек откликнулся на просьбу Родины: защити меня. Меня хотят укоротить, меня хотят разделить, меня хотят стереть.
из многовековой памяти и сделать все новое, неизведанное. Но вы знаете, вот я человек, который родился в 1978 году, и я счастлив, что я застал Советский Союз, годы перестройки, 90-е. И я помню, мне было, наверное, лет 7-8. Я гулял на улице и услышал, оркестр играет где-то поблизости в нашем районе, в городе Камышине, это было в Волгоградской области, я там жил 5 лет. И я пошел на звуки оркестра, я увидел огромное количество людей. Тогда я не видел, на сегодняшний день, да практически мы, наверное, уже очень-очень мало остается ветеранов, заставших военные годы. А тогда это не были старики. Это были мужчины, женщины. Просто они были в гимнастерках. Ну, наверное, сколько прошло тогда? 40 лет после войны. И, собственно, эти гимнастерки, эти медали, это все было так сохраненные, ну и низ был у каждого свой, как-то так по-граждански они были. Ну и много было и просто в гражданской одежде людей. Звучала музыка с сединою на висках, это радость, с сединою со слезами на глазах. Тоже для меня была какая-то загадка, что за радость со слезами на глазах, с сединою на висках, вне зависимости от возраста седина. И в один момент я услышал, палочка отстукивала секунды. Метроном. Да. Была объявлена минута памяти, минута молчания. Как-то это тогда меня, маленького мальчика, очень вдохновило. Я стал, замер, все замолчали. И сзади меня стояли 2 женщины в гимнастерках с медалями. И одна вдруг начала говорить своей подруге: ты помнишь, как они нас хотели всех сжечь, испепелить, чтобы русского ничего не осталось на нашей земле? Ты помнишь, как они жгли? Ты помнишь, какие планы у них были сделать эту землю, которая, может быть, не так легка для проживания, как наши герои в Якутии, которые терпят эти морозы, которые терпят такие суровые природные условия, но тем самым здоровые, тем самым сильные, мощные. Ну, правда, согласитесь. Ну, упорные, да. Упорные, конечно. А они говорили: да это непригодная земля для жизни, и мы там будем ставить химзаводы, и эти рабы русские будут там погибать, и вот это будет материал для вот этого потребления этих черных заводов. Вот это я услышал, я говорю, мне было 7 или 8 лет. Я тогда так прочувствовал вообще понимание, от чего нас наши деды, наши прадеды спасли тогда. Это стало дорого, это стало очень ценно. Я с детства стал понимать, что да, границы самой большой страны в мире не дают никому покоя в мире. Оказывается, не один век пытаются периодически все-таки как-то это сотворить и нас стереть. Оказывается, это не ново, это не современная тема. Это наша внутренняя любовь. Любовь к школе. То есть, если ты заинтересован предметом, математикой, историей, если ты... Секрет успеха в влюбленности. Вот что обязательно. Любое дело, как только вы полюбите, вас ждет успех. Если дело делаете и недолюбливаете, никогда и успеха не будет.
Так вот, дело во влюбленности. Я благодарю тех, кто чтит и любит историю, кто не разменивается на чупа-чупс, баблгам и красивые жизни, где лозунг, помните какой? Ты центр земли. Я такого даже не слышала. Ну как, реклама была. Ты ось земли или что-то такое. Да? Ты центр. Ты человечество для тебя. Мир для тебя. Американцы таким образом воздействуют на потенциальные колониальные страны для того, чтобы внутри люди возомнили о себе, что я центр земли. И начинали руководствоваться уже не слушать закон, не слушать никого и действовать по своему мнению. Я же центр земли. Так у нас так много почему таких центров. почему это все не мое? Почему тогда все это мне не принадлежит? Ну, то есть, понимаете, да, самооценка должна быть реальной, да, ты должен понять. Для этого ты построил этот город? Нет, да? Угу. Ты историю эту написал, этой республики? Нет, да? Интересно. А может быть, ты как-то в градостроительстве имеешь полное отношение и думаешь, как красивее дома в Якутске расставить, и как придумать систему озеленения, систему новейших технологий, которыми на сегодняшний день Якутия начинает развиваться, как работники сферы CG, компьютерной графики. Строится у вас такой современный павильон какого-то огромного Работа масштаба? идет над ним, да. Вот. То есть это уникально. Это уникально, потому что якуты проявили такой интерес к производству кино. Зрители Якутии проявили интерес к своему кино и голосуют рублем, покупая билеты. А тем самым, если это нужно и востребовано, то, конечно, нужно этому помогать и это развивать. Если мы говорим с вами о влюбленности к делу, были ли какие-то трогательные моменты во время съемочного процесса? Трогательные моменты... Ну, конечно, это были батальные сцены с желанием убить врага, желанием ликвидировать, желанием, так сказать, произведения твоей работы. Но берегли мы друг друга, как детей. Да вы что? Лишь бы никто не ушибся, лишь бы никто не ранился, лишь бы никто там... не получил какие-то травмы. Ну, трюковое кино, в общем-то. Но берегли, я говорю, просто друг друга как... Но здесь и картина получается универсальная, потому что ее можно показать в любом регионе нашей страны. Конечно, конечно. Это очень живая история настоящего человека, сыгранная талантливым актером Ильей. Эта история вообще, она... Очень есть в этой картине документальные кадры, что, так сказать, бесспорно, да. А есть в этой картине, кадры фантастического кино, когда мы попадаем в некую иную реальность, когда мы познаем, что мир – это не только та земля, на которой мы стоим, но есть еще параллельные миры. И что якуты обладают какими-то еще знаниями, какими-то еще генетически передаваемыми умениями, которые есть в людях, которые в экстремальных ситуациях начинают проявляться. И я слышал с фронта, что были сослуживцы якуты, говорят, такие загадочные люди. То есть они слышали, видели то, что никто не слышал, не видел. То есть у них что-то было действительно уникальное. На них очень ориентировались свои боевые братья, находившиеся рядом. То есть это уникально, безусловно.
Давайте еще немножечко о вашей роли, потому что вы сказали, что вы с детства мечтали стать генералом, ну или хотя бы сыграть роль. Вот как шла подготовка у вас лично в работе? Откуда черпали вдохновение? Да, спасибо. Я ездил 4 раза на фронт. Я посетил разные точки фронтовые. Я познакомился лично с командиром добровольческого батальона. Мне необходимо было с ним аудиенция, мне необходимо было понимать, что за этой скромной внешностью таится. Потому что по внешнему проявлению этот человек, командир, боевой командир, был очень скромен, очень сдержан. Вы знаете, я, когда его первый раз увидел, я подумал, я бы даже такого человека в жизни бы никогда не... Не подумали бы, что он... Совершенно, что это настоящий герой. Совершенно. То, как он рассказывает, как он говорит, как он себя ведет. Совершенно добрый, позитивный, хороший человек, который не говорит «Я герой! А ну за мной!» То, что мы видели в советских фильмах. Было. Да. Вот там это было проявление. «За мной!» — кричал командир и, так сказать, вся рота за ним. На сегодняшний день тоже. И это изменилось. Потому что у всех наушники, потому что у всех рации, никто не кричит, никто не открывает себя вот так на поле зрения. Все действуется, кто умнее, кто хитрее. Теперь не силой, не массой людей с палками, не каким-либо иным человеческим фактором, именно мозги на сегодняшний день на фронте. Кто умнее, кто хитрее, кто продуманнее. Ну, до такой степени, Господи помилуй, по трубам целый прошел батальон, я не знаю, там, где газ, там, где отравляющие вещества, не все выжили. Вот это героизм, правда? На сегодняшний день комфортное, сытое время. Оторвать от телевизора с юмористическими программами практически мужчину невозможно от пивка. Сейчас и редко встретишь самоотверженных людей, по-настоящему самоотверженных. Да, потому что это смертельно опасно. Как только кто-то самоотверженно начинает говорить «Слава России», на него просто взрывают. смотрят. Ну, Взрывают. или уже, да, на... теракт устраивают. Ну, то есть это жизненно опасно. Поэтому мы так и не видим таких смельчаков. Все хотят жить, все хотят мира, все хотят здравого смысла, с осознанием истории, с осознанием в этой истории вложения в области, в республике, в регионе, осознанием бесплатного медицинского обеспечения, бесплатной школы, бесплатного детского сада, льгот, надбавок, понимая, что это тоже не просто так. Если бы это была коммертизация, за все бы платили. И платили бы за защиту. Но наша Родина не требует от нас платить за образование и наше самочувствие. Наша Родина только просит поддержать ее в тот момент, когда ей будет очень плохо. Какие у вас есть пожелания зрителям, которые только пойдут на эту премьеру? Да, вы знаете, дорогие друзья, вы увидите невероятно интересную картину. Она талантливая. Я не про свою роль говорю, я про картину говорю. Кольцова, нашего режиссера, оператора талантливого, для кого также это дебют в кинематографе. Вот, это наших продюсеров, невероятно талантливой съемочной группы. Вы увидите
увидите, насколько жизнь, она не односложна, жизнь уникальна. Вы увидите, как простой человек становится настоящим героем. Вы увидите, как сама жизнь – это что-то очень увлекательное, очень интересное. И первые отзывы от зрителей я услышал – это настоящий детектив. Мы шли на боевик, а это вовсе не боевик. Ну, там действительно это не боевик. Вот. Это детектив даже, где друг друга разыскивают противоположные стороны с миссией, так сказать, наказания. Это мощно. Это интересно, это не оставит никого равнодушным. Хоть у нас есть ограничения по возрасту, по-моему, да, там 12+, может быть. Да. Но я могу сказать, что там нет каких-то пошлых сцен, там нет сцен какой-то извращения или уж слишком правдивых кадров каких-либо. Вот. Все-таки это увлекает, этот сюжет, эта история, эти роли. Вы увидите, как работает Иван Иванович Охлобыстин в новой, совершенно новой для себя роли. Это тоже уникальное его такое вложение в современное киноискусство. Вот я хочу, чтобы на земле был мир. Я хочу, чтобы все, кто нуждаются, получили свою помощь. Все, кто ищут, находили то, что искали. Все, кто надеются, вознаграждались жизненным путем. Я хочу, чтобы вы всегда помнили, что перед финишной линией есть один шаг, который у 99% стремящихся приводит человека к тому, что у него опускаются руки, и он говорит: да невозможно это, да никогда у меня не получится. И это был один шаг до линии финишной. Это у 99%. И только тот, кто знает, что в этот момент, когда у меня полное обессилие, я говорю, что все, я никогда не смогу, я должен знать, что стоп, значит, я близок к удаче, к успеху. Я близок, и поэтому я собираю свои нервы, говорю: спасибо небеса, спасибо земля, спасибо природа, спасибо люди, окружающие меня. Я все смогу, я все выдержу, и я получу этот успех. И жизнь вознаграждает. Ну а на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.